Здравствуйте! В прямом эфире новости на телеканале Кокше. В студии работает Мадина Абдикаримова. И вначале коротко о главных событиях дня. В этом году акмолинские аграрии собрали рекордные 7,6 миллиона тонн зерна. Состоялся брифинг, в рамках которого обсудили вопросы безопасности нахождения на акваториях области. Подробнее об этом расскажу я, Жандос Сайлау. В городе Аккой стартовал пилотный проект «Социальный кошелек». Подробнее об этом через несколько минут расскажу я, Зарина Сапаргалеева. В северные регионы Казахстана будет поставляться удешевленный газ из России. Будет развиваться логистическая отрасль, оптимизирована работа пограничных пропускных пунктов, будут совместно рассмотрены механизмы использования атомной энергии в мирных целях, а также дан импульс сотрудничеству в космической сфере. Какие еще новые направления сотрудничества были определены в рамках государственного визита президента в Россию, смотрите далее. Первый государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию оказался взаимовыгодным для обеих сторон. По итогам переговоров лидеров двух стран подписали более 10 документов, что укрепило партнерство в различных сферах. Например, теперь в северные регионы Казахстана будет поставляться природный и удешевленный газ из соседней страны. Для этого будет проложен магистральный газопровод из Тюменской области. Еще одной приоритетной отраслью стала логистика. Министерства транспорта двух стран также достигли соглашения о развитии автомобильных пропускных пунктов на границе. Кроме того, обе страны договорились о сотрудничестве в области регулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях. Как всем известно, строительство атомной электростанции в Алматинской области поручено российской компании «Росатом». По мнению казахстанских и российских специалистов, дефицита кадров в атомной энергетике не возникнет, поскольку в стране существует школа атомной физики, исследовательские реакторы работают в штатном режиме. Кроме того, открылся филиал Московского инженерно-физического института. Космическая отрасль также не осталась без внимания, ведь для Казахстана, обладающего космодромом Байконур, и России, имеющей большой опыт в этой сфере, укрепление партнерства является требованием времени, говорят экономисты. Стартовая площадка наша, ракета российская. Это само по себе решает вопрос нашего вхождения в клуб космических держав. У нас есть свои спутники. Казахстан производит спутники и продает их по доступной цене африканским странам, таким как Индия. Мы можем заняться продажей наших спутников, а также запуском спутников для каждой страны. Ведь мы можем сказать, мы производим спутники, и мы запустим ракету, и выведем ее точно в космос. Можно заключать комплексные контракты. Казахстан именно в этом направлении. Поднять дружеские отношения между Казахстаном и Россией на новый уровень в 21 веке – это требование времени. То есть не только политические, культурно-гуманитарные, но и экономические связи имеют огромное значение для обеих стран. Значительный рост товарооборота между двумя странами за последний год демонстрирует эту необходимость. Да, Россия является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Сегодня товарооборот между двумя странами превысил 28 миллиардов долларов. Соседняя страна инвестировала в различные отрасли нашей страны более 27 миллиардов долларов. В свою очередь, Казахстан инвестировал в Россию около 9 миллиардов долларов. Если говорить о деловой сфере, то в Казахстане работает более 20 тысяч российских компаний. Они создают тысячи рабочих мест и вносят большой вклад в динамичный рост нашей экономики. Эти показатели, несомненно, будут расти, поскольку принята комплексная программа экономического сотрудничества на ближайшие 4 года и разработаны конкретные планы. Далее к новостям региона. Экономика Акмолинской области уверенно набирает обороты. С начала года в регион привлечено более 660 миллиардов тенге инвестиций. Это на 250 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем промышленного производства региона уже превысил 2 триллионов тенге. За этими показателями новые предприятия, современные технологии и рабочие места. На брифинге в Центральной службе коммуникации при президенте Республики Казахстан аким региона рассказал о ключевых результатах и приоритетах социально-экономического развития. Особое внимание аграрному сектору. В этом году акмолинские аграрии собрали рекордные 7,6 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность составила 16,3 центнера с гектара, а 70% зерна призвано высококачественным. Растет и экспортный потенциал региона. Уже отправлено около 3,5 миллиона тонн зерна в Китай, Иран, Италию, Бельгию, Швецию, Узбекистан и другие страны. Как известно, область играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности нашей страны. Вместе с тем занимает особое место как основной агропромышленный регион и главный зерновой регион Казахстана.
В рамках исполнения получения главы государства за последние 2 года площадь посевов масличных культур увеличилась в 2,5 раза и впервые составила 500 тысяч гектар. В результате было собрано около 600 тысяч тонн масличных культур. Это позволило производить сельскохозяйственную продукцию дополнительно на 100 миллиардов тенге. Такого роста мы добились благодаря большой поддержке со стороны государства. В этом году на нужды агропромышленного комплекса выделено более 250 миллиардов тенге. Развитие промышленности также на высоком уровне. В регионе созданы 4 промышленные территории, а республиканская индустриальная зона Акмола стала точкой притяжения для инвесторов. Портфель проекта превышает 1 триллион тенге. Их реализация создаст более 4000 новых рабочих мест. Сегодня началось строительство первого завода по глубокой переработке зерна. Общий объем инвестиций составляет 1,8 миллиарда долларов США. В рамках проекта планируется возвести предприятие, способное перерабатывать до 3 миллионов тонн зерна в год. Важный момент. Здесь будут производиться востребованные на рынке товары – глутамат натрия, крахмал и минеральные удобрения. Кроме того, запланировано строительство заводов по выпуску клинкера, фасовочного кирпича, а также производств пестицидов и удобрений. Все эти проекты – часть совместной работы, направленной на развитие астанинской агломерации. В области сохраняются высокие темпы жилищного строительства. До конца года ключи от новых квартир получат свыше 7 тысяч семей, отметил Марат Ахмеджанов. В рамках программы реновации построено 11 домов на 740 квартир вместо аварийных. В городе Кошче завершено строительство жилого комплекса на 543 квартиры, из которых 110 предоставлены бесплатно предыдущим участникам долевого строительства. Это стало важным шагом в решении многолетней накопившейся проблемы. Оставшиеся квартиры были приобретены в рамках государственной программы. Вопрос с остальными участниками долевого строительства будут решаться поэтапно. Уже начаты работы по завершению следующего жилого комплекса. Безопасность региона также в приоритете. Если ранее региону приходилось оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, то сегодня акцент сделан на планомерную и долгосрочную работу по их предотвращению. В регионе реализуется комплекс мер по модернизации существующих гидротехнических объектов. Усиливаются защитные валы, реконструируются водоотводные системы. Завершено восстановление 7 критически важных плотин и дамб в разных районах области. Всего реализовано 18 проектов, которые позволят безопасно регулировать около 80 миллионов кубометров талых вод. Зарина Сапаргалиева, Арайлым Шатырбек, Журсен Омирзак, Кокшек, Парад. Помощь, которая действительно ощутима. В Аккольском районе уже 3 месяца реализуется пилотный проект «Социальный кошелек». Это цифровой сервис, который помогает малообеспеченным семьям приобретать продукты питания по сниженным ценам. Как работает новая система и какие возможности она открывает для жителей, расскажет Зарина Сапаргалиева. Хлеб за 130 тенге, а также ряд продуктов, которые можно приобрести с 15% скидкой. Все это доступно в городе Акколь для социально уязвимых слоев населения по программе «Социальный кошелек». Мы гордимся тем, что мы не одни из первых, а самые первые, кто в Казахстане запустил социальный кошелек. Эта программа нацелена на малоимущих людей, то есть на социально уязвимых слоев населения, и позволяет непосредственно им осуществлять закуп необходимых продуктов питания по доступным ценам. Все операции проходят в национальной системе прослеживаемости товаров. Это делает процесс полностью прозрачным от заключения договоров до каждой транзакции. Проект реализован совместно с социальной предпринимательской корпорацией «Кокше» и интегрирован с системой 1С и собственной онлайн-платформой, где представлено около 12 тысяч товаров. Примечательно, что жители могут оформить заказ онлайн или по WhatsApp. Доставка бесплатная. Многодетная жительница города Мария Нагорняк уже воспользовалась новым сервисом и охотно делится своими впечатлениями. Мне пришла смс-ка с центра занятости. Не хочу ли я участвовать? Ну, как участвовать? Получает помощь с магазина ваучер. Орды магазина, и там находится ваучер. Продукты. И я согласилась, и вот ежемесячно я получаю ваучер 23 500. Я многодетная мама, мне это очень удобно. И продукты это первой необходимости. Это идет масло, хлеб, молоко, творог, лук, картошка и так далее. Проект «Социальный кошелек» работает всего 3 месяца, но уже показал реальные результаты. Благодаря ему десятки семей получили возможность покупать продукты по сниженным ценам без лишних формальностей. В планах расширить инициативу и запустить систему в других городах региона, чтобы поддержка стала доступна для еще большего числа людей. Зарина Сапаргалиева, Журсен Омирзак, Алмаз Адвакасов, Кокшек, Парад.
В рамках инициативы президента реализуется национальный проект «Келешек Мектеп-Тере». В городе работают 2 таких образовательных учреждения, один из которых новая школа-гимназия номер 20. Более 1000 учащихся получают там образование. В комфортной школе внедрена система Лакан Мектеп. Она отслеживает вход и выход учащихся, учителей и других специалистов. Для обеспечения безопасности установлено 170 камер видеонаблюдения. Учебное заведение оснащено современными технологиями. Также в здании есть 4 спортивных зала. Наши учащиеся добились больших успехов как в спорте, так и в искусстве. Участвуют в различных конкурсах. Материальные возможности используются нашими педагогами на полную мощность. В школе есть визуальная лаборатория, технические средства для использования искусственного интеллекта. Все это работает в полном объеме. В школе особое внимание уделяется повышению профессиональных навыков педагогов. Одна из молодых учителей – Аялым Такимова. Девушка выбрала эту профессию, вдохновившись примером своего отца, который всю свою жизнь посвятил сфере образования. Основная цель комфортной школы – это учебный процесс, ориентированный на личность ученика и творческая свобода для учителей. Моя главная цель – развивать функциональную грамотность у учащихся, то есть учить их применять полученные знания в реальной жизни. В условиях развития технологий в образовательном процессе наблюдается новый импульс, и использование инструментов искусственного интеллекта помогает упростить работу учителей. Учащиеся школы принимают участие в республиканских и международных конкурсах и завоевывают призовые места. В этом году они заняли 3-е место на образовательной олимпиаде в Анталии. Также добились высоких результатов в робототехнике. Одна из лучших учениц стала Агирим Ибыраева. Она претендует на аттестат с отличием, свободно владеет английским языком. Наша школа предоставляет множество возможностей для учащихся. Здесь есть доступ к современным технологиям, оборудованию, интернету, различным компьютерам и интерактивным доскам. С помощью этих инструментов мы улучшаем свои знания и достигаем все больших успехов. Я считаю, что учусь в современной, оснащенной школе, которая дает много возможностей для развития творчества, просторная и чистая, а также способствует личностному росту. В школе уделяется большое внимание воспитанию, проходят интересные мероприятия и развлекательные события. Мы совершенствуем свои творческие способности и стараемся стать высококлассными специалистами в будущем. В прошлом году по всей стране было открыто 105 новых школ, из которых почти половина построены в сельской местности. В этом году планируется завершить строительство еще 112 современных образовательных учреждений. В течение 2 лет 460 тысяч учащихся смогут обучаться в современных учебных заведениях. Вероника Цветкова, Евгений Варанкин, Василий Вережников, Ардак Тлеогабулов, Кокше, Акпарат. В области установилась минусовая температура, и на водоемах начинает появляться первый лед. Спасатели и полиция проводят профилактические рейды и патрулирование, чтобы сберечь жителей области от несчастных случаев. С начала сезона охоты и рыболовства по области проведено более 1500 рейдов и патрулирований. По их итогам к административной ответственности привлечены 10 человек. В рамках профилактики по недопущению гибели людей на водоемах проведено 350 выступлений на радио, осуществляются брифинги, распространяется агитационный материал. Кроме этого, нами были подготовлены ролики, которые также мы размещаем в социальных сетях. Вместе с тем, несмотря на проведенный комплекс профилактических мероприятий, у нас уже зарегистрирован в этом году 1 случай. Это в Шортандинском районе. По данным департамента, за последние 3 года в осенне-зимний период на водоемах региона произошло 4 несчастных случая со смертельным исходом. Чтобы предотвратить новые трагедии, населению рассылается СМС с напоминанием о правилах безопасности. Первый сейчас у нас неокрепший лед, он очень опасен, поэтому родителям считаем необходимым проводить ежедневную
беседы со своими детьми, вот, чтобы избежать несчастных случаев. Для рыбаков хотел бы сказать, что при нахождении на льду не допускается выходить на тонкие, не окрепшие участки льда, собираться группами на отдельных участках, приближаться к промоинам, трещинам, прорубям во льду, выезжать на транспортных средствах на лед вне границ мест, отведенных для переправ. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по статье 412 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Специалисты ДЧС призывают жителей соблюдать элементарные меры безопасности и помнить, лучше предупредить об опасности, чем стать участником трагедии. Жандос Сайлау, Темирлан Сабитов, Кокши Ахпарат. С наступлением холодов участились случаи нападения бездомных собак на людей. Эта ситуация вызывает беспокойство у горожан. Почему число бродячих животных не уменьшается, несмотря на проводимую работу, и каковы последствия такой четвероногой угрозы, расскажет наш корреспондент. Жители поселка Застанционный перестали выходить на улицу не только вечером, но и днем, опасаясь бродячих собак. Четвероногие, свободно разгуливающие по улицам, нападают на жителей и не дают им покоя. Родители, провожая ребенка в школу и до его возвращения домой, находятся в постоянном напряжении. На улице холодает, собаки голодают, они начинают нападать. Они нападают на людей, они кусают людей. Эти случаи были, случаи зафиксированы. Также они нападают на живность, которая есть у людей. То есть у нашей соседки, у бабушки, поворовали, погрызли курей. У мужчины на соседней улице кроликов поели собаки, кошек. Они раздирают кошек. Дело в том, что это не только в Шанхае, по всему городу. Буквально сегодня на женщину на остановке на Арбакеше собака напала. Ей там помогали отбиться, тоже вот сегодня рассказывали, в школу утром, на работу утром, в садик детский идут люди. Собаки реально нападают, они несут угрозу человеку, людям. Надо что-то делать, что-то решать. Тоже со двора выходил дома, супругу встречать вечером с работы. Выхожу, а целая стая, около 7 собак, они возле дома тут. Я не боюсь собак, я взял палку и прогнал их отсюда, чтобы подальше, потому что знаю, что супруга боится собак, она сама маленькая, ростенькая, как ребенок. Поэтому и пошел, встречаю, каждый раз хожу. Недавно в этом небольшом районе стая собак окружила 15-летнего жителя, и одна из них укусила его. К счастью, подросток получил легкие травмы. Тем не менее, невозможно не понять отчаяние родителей, ведь у их дочери врожденный порок сердца. Любой испуг при таком заболевании представляет серьезную опасность. Поэтому этот инцидент мог закончиться совершенно иначе. Когда она шла на учебу, 10 ноября на нее напала стая собак, из 5-6 собак. Эти собаки не лаяли, ничего, они просто взяли и укусили ее. Она каким-то чудом дошла до училища, и вызвали скорую и отвезли, получается, в детскую областную больницу. У нее порок сердца, она стоит на учете в кардиологии. У нее сейчас шоковое состояние, она дома лежит, у нее шок. Это чудом, что она осталась еще как бы жива. Я обращаюсь к Акиму города Кокшетау, прокуратуру, вышестоящим органам. Надо вернуть закон об обстреле собак. Понимаете, это с каждым может случиться, с каждым ребенком. Ответственные специалисты сообщают, что проводят необходимую работу с бродячими собаками. Однако, в соответствии с действующим законодательством, их отстрел строго запрещен. Задержанных собак доставляют в специальные места. И если хозяин не находится, рассматривается вопрос об усыплении. Однако этот вопрос документально еще не утвержден. На сегодняшний день в приюте у нас находится 350 особей собак, которые проведены мероприятия по чипированию, вакцинацию. И при новом поступлении через определенный период, 15 дней, они выпускаются в среду обитания обратно. Поэтому собак не уменьшается. Согласно закону о содержании животных, многие владельцы собак своих выпускают на самовольный выгул, который потом объединяется с бродячими собаками, получается большое скопление стаи, которые создают угрозу жизни населения. Согласно закону об ответственном обращении, все граждане должны чипировать своих собак, вакцинировать, проводить стерилизацию и кастрацию. Но этого никто не проводит.
С начала года в области более 200 200 человек пострадали от укусов собак. Причем в большинстве случаев нападали бездомные животные. Особенно опасна ситуация для детей и пожилых. Это не просто цифры, а реальные случаи, представляющие угрозу для семей и жизни людей. Поэтому решение этой проблемы и прекращение бесконтрольного размножения и обитания собак – задача актуальная. Зарина Сапрагалиева, Сания Симсеитова, Сабырбек Ширьязданов, Бекжан Толибек, Кокшек, Парад. Все больше людей сегодня становятся жертвами обмана в социальных сетях. Немало студентов и школьников также попадаются на удочку мошенников. К примеру, в поисках легкого и быстрого заработка в целях профилактики правонарушений среди молодежи полицейские областной молодежный ресурсный центр встретились со студентами. Мероприятие прошло в рамках принципа «Закон и порядок». В ходе встречи сотрудники правоохранительных органов рассказали, молодежь занимается как рекламой, так и распространением незаконных веществ. Полицейские предупредили, за пропаганду или продажу наркотических и психотропных препаратов, в том числе с помощью штрих-кода или ссылок, граждан привлекают к уголовной ответственности. По закону за это грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. С начала текущего года на территории нашей области уже привлечено 32 закладчика, из них один несовершеннолетний. Несовершеннолетний приехал к нам с Абайской области и был задержан на территории города Кокшетау сотрудниками управления по противодействию наркопреступности. Уже вынесен приговор, и ему дали 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Введена новая статья 232, называется «Дроперство», согласно которой за предоставление своих личных банковских карт студент может невольно стать участником преступления. Что же касается, если наркотиков, то здесь у нас очень часто подростки в погоне за быстрыми деньгами вовлекаются в распространение наркотиков через закладки, так называемыми закладчиками устраиваются. Участники мероприятия обсудили актуальные темы: кибербезопасность, лудоманию и финансовую грамотность. Студентам показали различные ролики о негативном влиянии таких привычек на жизнь человека. Кроме того, мы провели психологические тренинги, прокачивали разные скиллы, повышаем доверие молодежи к правоохранительным органам через совместный проект «Ерге Казмет Абройлы Миндет». То есть, если после окончания учебы они хотят работать в полиции, мы оказываем помощь в качестве моста для установления связи между ними. Студенты вуза приняли активное участие во встрече. Они, не стесняясь, обменялись мнениями и задали интересующие вопросы. Мы разбирали, что такое наркотики. Наркотики – это зло, и также дроперство. И на данном мероприятии мы поняли, что как привлечь молодежь на данные агитационные работы, как сохранить наше общество. Данная лекция помогает, как мы, будущие преподаватели, педагоги, помогает нам сохранить молодежь, общество, то есть проводить их по правильному пути. Закон и порядок – залог будущего, уважительное отношение к закону – признак ответственности. К такому выводу пришли участники встречи. Эльмира Успанова, Резагуль Шаменова, Боржан Смогулов, Бекжан Толибек, Кокшеях, Парад. И к новостям мира. На Филиппинах в результате разрушительного тайфуна Фунг-Вонг погибли 27 человек. Более 3 миллионов жителей пострадали от последствий стихии. Особенно сильный ущерб непогода нанесла северо-восточным регионам страны. В почти 500 городах и населенных пунктах было отключено электричество, повреждены дороги и мосты. Пострадали объекты сельского хозяйства, ущерб оценивается в $2,5 миллиона. Из-за удара стихии закрыты тысячи школ, временно приостановлена работа государственных и частных учреждений. В Панаме изъято 13,5 тонны наркотиков. Незаконную деятельность пресекли сотрудники Национальной авиационной и морской служб страны. Экипаж из 10 человек пытался скрыться, однако судно было перехвачено, когда направлялось в сторону Центральной Америки и Мексики. Среди задержанных граждане Венесуэлы, Эквадора, Никарагуа, Перу и Колумбии. Всем им предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков. Премьер-министр Вьетнама поручил оказать кредитную поддержку гражданам, пострадавшим от недавних наводнений и тайфунов. Власти рассматривают возможность предоставления льготных кредитов для поддержки населения и бизнеса, пострадавших от стихийных бедствий. В
первую очередь отчет о масштабах ущерба представят местные органы власти центральных и южных провинций, затронутых тайфунами Фэншэнь и Калмаиге. Премьер-министр подчеркнул, что местные администрации должны сосредоточить усилия на восстановлении разрушенных домов. Все восстановленные работы необходимо завершить до 31 декабря 2025 года. Тайфун Калмаиги, который ранее унес жизни более 100 человек на Филиппинах, движется в направлении центральных районов Вьетнама. Он стал одним из самых мощных в этом году. За последнюю неделю в стране выпало рекордное количество осадков, вызвавшее масштабные наводнения, сообщается о человеческих жертвах. Из Национального музея Дамаска похищены древние скульптуры и другие артефакты. По данным администрации, пропали 6 мраморных статуй, относящихся к римскому периоду. По факту кражи начато расследование. В музее усилены меры безопасности и системы видеонаблюдения. Управление внутренней безопасности провинции Дамаск сообщило, что к допросу вызваны охранники и сотрудники музея. Основанный в 1919 году Национальный музей Дамаска хранит одну из самых ценных археологических коллекций Сирии. Среди экспонатов глиняные таблички из угарита XIV века до нашей эры с клинописными надписями, которые считаются доказательством существования самого древнего алфавита. В коллекцию также входят греко-римские скульптуры первых XI веков нашей эры из древнего города Пальмира и элементы синагоги III века из Дура Европоса, одного из важнейших культурных центров древнего мира. Далее к новостям спорта. Молодежная сборная Казахстана до 19 лет одержала победу в первом матче отборочного этапа чемпионата Европы, обыграв команду Ирландии за счетом 1-0. Во втором тайме казахстанские футболисты усилили темп и перехватили инициативу. На 56-й минуте Азамат Туякбаев точным ударом поразил ворота соперника, обеспечив команде победный счет. На 90-й минуте Карим Махмеджан получил красную карточку за нарушение правил, и казахстанцы завершали встречу десятером. Несмотря на численное преимущество, сборная Ирландии так и не смогла сравнять счет. Отличную игру показал голкипер Шерхан Калмурза, который надежно защищал ворота, внеся весомый вклад в успех команды. Эта победа стала небольшой сенсацией, ведь фаворитом встречи считалась сборная Ирландии. Следующие матчи казахстанская команда проведет 15 ноября против Нидерландов и 18 ноября против Кипра. На 15-й всекитайской спартакиаде в Шэньчжэне в финале соревнований по боксу среди мужчин весовой категории свыше 92 килограммов казахстанский спортсмен Байконуз Данабек, представлявший провинцию Гуандун, завоевал титул чемпиона. В финале Байконуз одержал убедительную победу над Ма Цзиньяном, представляющим Ассоциацию спорта в области общественной безопасности Китая. Победу он назвал результатом упорного труда. По словам спортсмена, его финальный соперник был опытным противником, с которым он ранее уже встречался. Именно поэтому его тренер тщательно проанализировал приемы соперника и выработал продуманную стратегию «Ключ к убедительной победе». Став чемпионом спартакиады, Байконуз Данабек теперь ставит перед собой новую цель – Олимпийские игры. Он родился в 1997 году в Синьцзяне. В 2023 году выиграл золото на всекитайском чемпионате по боксу в весовой категории 92 килограмма и выступал на азиатских играх в Ханчжоу в составе сборной Китая. На этом наш выпуск подошел к концу. До новых встреч в эфире.